Тема иранского газа для Грузии уже вышла за рамки просто диверсификации поставок энергоносителей. Объемы голубого топлива от российского «Газпрома», о чем и настаивает грузинская оппозиция, останутся минимальными. Азербайджанская компания «Сокар», на долю которой приходится 88% поставок газа Грузии, относится к переговорам Тбилиси и Тегерана настороженно. Труба, которая есть между Арменией и Ираном, она по настоянию «Газпрома» была построена в таком масштабе и такого размера, что она фактически не может работать на транзит, она обеспечивает только часть Армении. Иранская пресса поспешила обнародовать детали проходивших в эти дни в Тегеране переговоров министра энергетики Грузии Кахи Каладзе со своими коллегами. Однако, судя по содержанию встречи, Тбилиси и Тегеран не готовы стать заложниками технических особенностей газовой магистрали. Потенциал для сотрудничества есть по целому ряду вопросов. Мы рассматриваем несколько проектов сотрудничества в энергосфере. Это и обмен нашего газа на грузинскую электроэнергию в летний период, и транспортировка через Грузию нефти и газа в Европу. Грузия крайне заинтересована в сотрудничестве с Ираном во всех сферах экономики. Эксперты приветствуют снятие визового режима с Тегераном. Именно необходимость получения виз в свое время сказалась на падении доходов Грузии от туризма. В ближайшее время в Тбилиси ожидается и большой бизнес-форум, на котором потенциальным инвесторам из Ирана будут предложены различные проекты. Зураб Дуали, Давид Симонишвили, Тбилиси специально для настоящего времени.